Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как водитель иномарки в Казани переехал 16-летнюю девочку, выезжая с парковки, и момент наезда на стоящую на тротуаре 62-летнюю женщину. Расскажем о ножевом ранении женщины, пока ее мужа не было дома. Позавчера произошла. Понимаешь, мою жену чуть не зарезали. И кого супруг пострадавший считает виновным в случившемся. Жалко, конечно, его, с одной стороны. Не хочу гасить его, но жену обидел. И почему к посетителям сразу 2 массажных салонов в Казани ночью приехали стражи порядка. Просто много говорил. А также 84-летняя женщина отдала почти 1 000 000 рублей первому встречному человеку, назвавшему пароль, продиктованный мошенниками. Все это в ближайшие 10 минут. По 16-летней девочке сегодня утром проехал 43-летний водитель Kia Rio на прилегающей территории одного из домов на улице Блюхера в Казани. Кадры не для слабонервных. Девочка остановилась недалеко от припаркованного автомобиля, чтобы зашнуровать обувь. В это время водитель иномарки тронулся с места. Он проехал прямо по ней и некоторое время еще пытался сдать назад. В результате наезда пострадавшую с различными травмами госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи. А на перекрестке улиц Айдинова и Островского 21-летний водитель автомобиля «Москвич», гражданин Узбекистана, пытаясь избежать столкновения со встречной «Шкодой», водитель которой поворачивал налево, выкрутил руль, вылетел на тротуар и сбил стоящую 62-летнюю женщину. Пострадавшую с различными травмами срочно госпитализировали. Автоинспекторы сейчас устанавливают степень вины каждого из водителей. Сообщение о женщине, получившей ножевое ранение в грудную клетку прямо у себя дома на улице 10-я Союзная, это в московском районе Казани, поступило вечером в экстренные службы. Звонивший сообщил, что он, супруг пострадавший, пришел домой и увидел свою жену в луже крови. При этом она смогла рассказать, кто именно нанес ей ранение. Этого мужчину, как поделился супруг раненой женщины, он знает, друзья с раннего детства. А за нож взялся, потому что не смог простить, что женщина выбрала не его. Кровь в море. Позавчера произошла. Понимаешь, мою жену чуть не зарезали, пока я пришел с работы. Мужчина рассказывает, вечером пришел домой и увидел окровавленную супругу. Тут же вызвал скорую помощь. Пока ждали медиков, пытался выяснить, кто ее ранил. Я говорю: Юль, кто тебе? Виталик твой. И у меня. Ну как я с ним вырос с 2 лет. Понимаешь, 2 лет я вырос с ним. Понимаешь? Как-то поступила со мной. Мужчина рассказывает, к его супруге его друг был неравнодушен с момента их знакомства. Считает, что не простил, что женщина выбрала не его. Неосторожная любовь. Понимаешь, он любит ее. Понимаешь? И взял, отомстил. А он, видишь, как и сделал. Он взял ее и прям под сердце. Соседи, говорит, ничего не видели и не слышали. В ближайших квартирах никто не живет, а дверь они сами закрывать не привыкли. Но рассказам жены полностью доверяет. Что делать, мужчина пока не решил. С одной стороны, любимая супруга, с другой – друг детства. Жалко, конечно, его, с одной стороны. Не хочу гасить его, но жену обидел. Медики оказали пострадавшей помощь на месте. Ехать в больницу женщина отказалась. Врачи не настаивали. Рана угрозу жизни и здоровью не представляла. Установлено, что между женщиной и мужчиной в состоянии опьянения возник конфликт, в результате которого мужчина нанес ножевое ранение женщине. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Рана оказалась малозначительной. Писать на кого-либо заявление пострадавшая женщина отказалась. Сейчас по факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Процессуальное решение будет вынесено после ее окончания. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева. Вызов 112. Предмет, похожий на гранату, обнаружили сегодня днем прохожие у входа в подъезд одного из домов на улице Павлюхина в Казани. О находке они тут же сообщили в экстренные службы. Место оцепили прибывшие саперы, предметы изъяли, а эксперты сделали вывод, что он является муляжом и никакой опасности не представляет.
Все оперативные службы экстренно прибыли ночью к одному из массажных салонов на улице Чернышевского. Причиной стал звонок одного из посетителей, сообщивший, что внутрь проникли 3 мужчин, вооруженных ножами. Прибывшие стражи порядка самого заявителя обнаружили, но ему никто не угрожал. По предварительной информации, травму руки он получил сам. Медики оказали ему помощь на месте и передали его сотрудникам правоохранительных органов. В отдел полиции Ипеева поступило сообщение о том, что в одном из клубов по улице Чернышевского 3 мужчин угрожают ножом. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что сам заявитель находился в состоянии опьянения, а информация, переданная им, не подтверждается. В отношении него составлен административный материал по статье 20.1 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство». Вскоре тревожную кнопку пришлось нажимать сотрудникам другого массажного салона уже на улице Хади Такташа. Один из посетителей, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал вести себя неадекватно. К моменту прибытия группы быстрого реагирования частного охранного предприятия мужчину из помещения уже вывели на улицу, где он и продолжил дебоширить и кричать так, что было слышно в квартирах окрестных домов. Задержали за что? Он признавал, что немного перегнул палку. В массажный салон приехал расслабиться. Раньше, говорит, тут никогда не был. В вертикальном состоянии молодого человека держали перила, к которым он был пристегнут наручниками. Он был в таком состоянии, что еле стоял на ногах. Внутри вел себя не так, как остальные посетители салона. Просто много говорил. Сотрудники нажали на тревожную кнопку и вывели мужчину на улицу. И там не успокоился. Громкие крики были слышны в квартирах соседних домов. Чтобы его успокоить, сотрудникам группы быстрого реагирования не оставалось ничего, когда прибытие полиции ограничить его в движениях. Я спокоен, я же никому. А что? Я кому-то плохое сказал? Кому? В отдел полиции Вишневский поступило сообщение о том, что в одном из массажных салонов по улице Хади Такташ мужчина в состоянии опьянения ведет себя неадекватно. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Мужчина 1993 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении мужчины составлен административный материал по статье «Мелкое хулиганство». Она предусматривает от штрафа в 1000 рублей до административного ареста на срок до 15 суток. Наказание в каждом случае определяет суд. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, вызов 112. Короткое замыкание и возгорание распределительного щита под Ложкинским мостом через Булак стало причиной отключения уличного освещения на улице Правобулачная от Чернышевского до площади Тысячелетия. О пожаре в экстренные службы сообщили прохожие. Горящие кабели стали причиной сильного задымления, но по мере прогорания оплетки дым стал рассеиваться. А через пару десятков минут потухло и само пламя. На место прибыли электрики, но чтобы устранить замыкание и восстановить электроснабжение системы уличного освещения, им потребовалось время. Больше 1 200 000 рублей лишились 3 казанские пенсионерки, поверившие позвонившим им неизвестным людям, что кто-то пытается снять деньги с их счета, и чтобы сохранить средства, их надо снять и передать курьеру. Они сделали все так, как им и сказали звонившие. А чтобы не отдали наличность случайному человеку, даже придумали пароль. Об обмане догадались слишком поздно. Но, как установили полицейские, курьер, который и забирал деньги у пожилых людей, прекрасно понимал, что их обманули. Дворцовые цветы. Цветы? Чего вы не подходите? Разговаривали. Очень хочет? Камера видеонаблюдения домофона у входа в подъезд зафиксировала, как 84-летняя пенсионерка расстается без малого с 1 000 000 рублей. Незадолго до этого ей позвонил неизвестный человек, представился работником банка и сообщил, что с ее счета кто-то пытается снять все деньги. Для сохранности денег пенсионерке необходимо собрать все свои сбережения и передать курьеру. Передав деньги, она читалась перед мошенником, что средства курьеру передала. Юлия Владимировна, алло, я с вам парень подошел, не отдала. На ту же удочку попались еще 2 пожилые жительницы Казани. Одной 77 лет, другой 85. Все они описали одного и того же молодого человека, приходившего за деньгами. Его вычислили быстро.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали мужчину, исполнявшего роль курьера. Им оказался 20-летний безработный житель Казани. Полицейские установили, он не раз привлекался к ответственности за мелкие хищения. Сознался, что понимал незаконность всего происходящего, но его прельстил заработок. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия суд отправил его под арест. А стражи порядка устанавливают его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. Алсу Ахмедянова, вызов 112. А чтобы сократить число таких преступлений и сохранить деньги пожилым людям, полицейские предупреждают пенсионеров о способах обмана и схемах, по которым действуют аферисты. И рассказывают, что нужно незамедлительно звонить родственникам или в полицию, если вдруг позвонил, например, представитель банка или полицейский и сообщает о необходимости сохранить сбережения или переводе их на безопасный счет. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.